Пачну гэтую размову, таму што тэма наша балючая. Гэта ўсё ж Сергей Коваленко, і нашыя намаганні, яны, лічыце, што амаль што не далі плёну. Я, па-перше, спадзявалася все-таки, што там ён уже як-то його выводзіць. Я ж не ведала, гэта ж для мяне так само навіной з'явілася, то, што ён все-таки прыцягвае гладу. Он страціў каля 30 килограмм. Сёння мне пацвердзілі гэту інфармацыю, што зараз каля 55 килограмм. Конечно, для Сергея гэта крытычна. Калі Сергей весіў там, за 83, 84, такі вес, то 55, конечно, для Сергея гэта страшно. Нема нічога даражэй за жыццё. Нема нічога. І калі ён веруючы чалавек, ён павінен добра асэнсоўваць і ведаць, што ён ідзе на самазабойства. А самозабойство – это великий грех. Александр Матросов зажал зубы гранату и полез. Да. Вот у него сейчас ситуация, по крайней мере, в его мозгах, насколько я понимаю, это примерно вот так. Не дай Бог, конечно, то, что до чего он идея, оно здарится. Не дай Бог. Что нам робить? Нам паўстаць каля гэтай лекарні, нам паўстаць на гэтых пикетах, нам паўстаць сказать: стреляйте, сволочи, забили одного, забивайте и нас. Забьют с задовольнением. Кто будет далее, что робить? Может быть, в Минске там возле тюрьмы какую-нибудь акцию, такую серьезную, массовую провести, но, по-моему, это тоже на ход машины особо не повлияет. Я могу скласть любую скаргу, могу подписать любую коллективную скаргу за Коваленко. Але у меня есть передумова. Я патрабую, каб ён спыніў галадоўку. Калі ён галадоўку не спыніць, я нічога подписывать не буду и ничего робить не буду. Это однозначно. Моя передумова. И я не прошу, як Івонка Сурвіла и Пазняк, а я патрабую. И он повинен спыніць галадоўку. Все. Только тады я буду нечто для его робить. И писать паперы, и посылать в прокуратуру, и куды угодно, хотя я эту банду не признаю. Але на кон поставлено жыццё, я буду гэта робить. Но передумова жесткая. И гэта повинно не просто быть ля-ля, а в газете журналисты повинны поведомить, что Сергей Жонцы поведомил, что он спыняет голодовку. Слушайте, была цидулка от легендарного Мирона. Я и он повинен был обдумать это все, потому что все, чего он домогся, он фактично обовязан легендарному Мирону и особисто мне. Так вось, калі ён, поважая гэтых людей усіх, он повинен принять такое решение. Вот какие слова? Что Сергей, ты ведаешь, что як оно выглядает? Такие слова треба ему сказать, что ты выше за Сурвилу, выше за Пазняка. Так отрымліваецца, да. Выше за своего наставника Хановича. Да. Хотя я разумею, я зараз сама кажу, и мне хоть бы народ накинуть замок, ведаешь? Потому что это мы размовляем, мы тут некие там гэтые самые инсинуации и так далее. А яму были на тым месцы. Конечно. И калі ён вяршаў які там умовы, я ж гэта нічога не ведала, что там камера меньше за карцер, и калі 70 дзён там был изоляцию. Даже там пройти, там проходишь боком, там даже немагчыма нормально пройти, немагчыма только сидеть и лежать. Наши гражданские акции «Свободу Коваленко», они ничего абсолютно не... То есть гражданские акции «Свободу» другим полизекам они тоже ничего не... Мы можем проводить эти акции, но это скорее акции будут не для того, чтобы ему судьбу облегчить, а для того, чтобы себя пропиарить. Нужно проводить максимально возможное количество акций. Только я считаю, что эти акции обсуждать ни с кем не нужно, есть структуры. Давайте телеграмму пошлем Сергею. От своего имя, от присутных. Это будет наше, то, что мы зараз можем сами зробить, не оттягиваючи. Коротко я пишу. Поважаний Сергей, твоє життя належить нам усім і Богу. Мы потребуем, каб ты захаваў яго для агульнай справы, для сваёй сям'і. Так. Неадкладна спыні галадоўку. Все, и добро, все. У меня перечня нема, все. Нет, все. Добрый склад, остается только поддерживать. Алена, вот эту працу ты повинна заробить, вот эту телеграмму повинна. Добро. Все.